Ветеран боевых действий специальной военной операции Алексей Антонов стал участником республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана». Мужчина хочет заниматься патриотическим воспитанием детей, а также решать вопросы, которые поступают от жителей. По его словам, военные привыкли оперативно все выполнять. Поэтому он надеется, что сможет оказать помощь тем, кому она потребуется. Эльмира Гайнуддинова встретилась с челнинцем. Вот такая противотанковая пушка была и у нас. Она работала исправно, своей задачей она справлялась отлично, то есть боевые расчеты работали слаженно, они обеспечивали нам прикрытие. Алексей Антонов в зоне проведения специальной военной операции был с февраля 2022 года. Мужчина выдвинулся туда в составе тактической группы защищать интересы России. Он служил в Харьковском направлении. Во время первой своей командировки челнинец получил ранение. Попали в засаду, то есть по нам с населенного пункта начали стрелять с танка, плюс кочующий миномет нас обстреливал, то есть колонну. Старался он сжечь нашу технику. Бой был жестоким, рассказывает Алексей Антонов. Противнику дали отпор. С нашей стороны потерь личного состава не было. После лечения и реабилитации мужчина во второй раз отправился в командировку за ленточку. Алексей Антонов работал в одном из подразделений Росгвардии, потому не раз бывал в горячих точках и участвовал в контртеррористических мероприятиях. Сейчас он на пенсии по выслуге лет. Стал участником республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана». Одно из направлений, в котором видит себя мужчина – патриотическое воспитание молодежи. У меня самого двое детей, двое ребят, двое пацанов, 12 и 5 лет. Вот. Смотря на них, я хочу, чтобы мои дети выросли правильно. То есть знали, что такое Родина, знали историю, знали о подвигах наших великих героев России. Алексей Антонов уверен, программа «Батырлар. Герои Татарстана» поможет ему достичь намеченных целей. Ведь она рассчитана на то, что участники СВО могут занять должности в системе муниципального и государственного управления. А ветераны боевых действий отличаются тем, что могут оперативно принимать решения даже в критических ситуациях, что положительно скажется на их работе. Эльмира Гайнуддинова, Кирилл Хабзин. Новости. Набережные Челны.